بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Я же еще раз вернусь к этому вопросу, что мы должны почитать посланника Аллаха салям не меньше самого Аллаха. Аллах сам его почтил. И если мы, например, посмотрим в Коран, то мы посмотрим еще один аят. Аллах субхану тааля говорит: «Аузу биллахи мин шайтанир раджим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби». Поистине сам Всевышний. Это не просто слова. Поистине это означает нет никаких сомнений. То есть сам Аллах и ангелы, то есть все ангелы на небесах, на земле, которые могут быть в тех местах, где даже другие ангелы не знают, что эти ангелы там есть. То есть все ангелы, все люди, сам Всевышний Аллах благословляет и делает салават своему посланнику Аллаху. И Аллах говорит: «О верующие, я айюхалладина аману». То есть, о те, которые уверовали, не оставайтесь где-то там, в краю. Вы тоже, саллу алейхи ва саллиму таслим, читайте ему салават и приветствуйте его. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Аллах субхану тааля нам приказывает делать салават ему. И посланник Аллаха саллям говорит: саллу алейхи салатан, фа иннаху табулугни хайсу ма кунтум. И читайте мне, говорит, салават, и где вы бы ни находились, ваш салават дойдет до меня. То есть Всевышний Аллах субхану тааля показывает такое почтение к своему посланнику. И когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям родился 12-го Рабиуль Ауаля, самый ярый, самый ненавистный, неверующий, даже если родственник посланника Аллаха саллям, Абу Лахаб, обрадовался его рождению. Это в Бухари приводится этот риваят, когда он обрадовался рождению своего племянника. Вспомним хадис, где ярый враг Аллаха, враг пророка, который все время вредил ему, был неверующим, но при этом он был его родственником, дядей Абу Лахаб. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям родился, его рабыня Суэйба принесла ему эту весть, что родился твой племянник Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И он от радости освободил ее, собрал народ, сделал пир, угощения были. И Аббас, его родной, получается, брат, тоже также дядя посланника Аллаха саллям, он был верующим, Абу Лахаб не был верующим. О нем Аллах Тааля в Коране целую суру посвятил, чтобы его руки отсохли и так далее, что в аду будет. И несмотря на это, Аббас видит его во сне после смерти Абу Лахаба. Он говорит: как с тобой поступил Господь? Он говорит, что видит очень страшные. Аллах Тааля его очень сильно, жестко наказывает. Каждый день какие-то мучения, которые невозможно описать. Мы понимаем, сколько он принес страдания посланнику Аллаха саллям. Аллах сам его в Коране как бы описал о нем, что его ждет. Несмотря на то, что Аллах Тааля вот так вот описал о нем, но он говорит, что в каждый понедельник Аллах смягчает ему наказание. И знаете почему? Потому что он просто обрадовался рождению посланника Аллаха саллям, хотя он тогда не был еще посланником. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям родился, он сказал: уммати, моя умма. Он при жизни все время говорил: уммати, моя умма. Он думал всегда о своей умме. Все пророки говорили нафси. И в судный день они скажут нафси, мой нафс, я. Всегда работает мое, я, эго. И в судный день люди, когда будут искать заступничество, они будут бегать ко всем посланникам
И у всех будут просить заступничество. И они, каждый из них будет говорить на все. Это длинный хадис, об этом говорить не будем. Но смысл в том, что каждый из них будет говорить: мой нафс, мне бы спастись. Иди к другому пророку. Иди. И так до пророка Мухаммада саллаллаху. И посланник Аллаха саллаллаху даже в этот тяжелый день поднимет голову и скажет: уммати. То есть даже в этот тяжелый день он будет думать о нас. Почему мы не должны радоваться его рождению? То есть мавлид обязательно нужен. И с точки зрения шариата он дозволяется, потому что он не противоречит шариату. То есть если что-то противоречит шариату, да, это мы можем сказать, это либо запретно, либо нельзя, либо нежелательно. А здесь никакого противоречия шариату нет. То есть мы просто собираемся, делаем салават, просим, делаем дуа и рассказываем о жизнедеятельности пророка Мухаммада саллаллаху. То есть побуждаем людей к любви к посланнику Аллаха саллаллаху. Что в этом может быть запретного?